Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о предварительных итогах исполнения государственного бюджета республики за прошедший год. Наш гость в студии Валерий Жандоров, министр финансов республики Саха-Якутия. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И прежде всего расскажите об основных параметрах доходов от бюджета за прошлый год. Да, сейчас у нас как раз в марте уже официально подводятся и издаются отчетности наших главных размеров бюджетных средств. Муниципальное образование мы формируем уже отчет по исполнению государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Эти цифры уже достаточно выверены. Недавно прошел и отчет правительства Республики Саха-Якутия об итогах деятельности за 2023 год. Но я хотел бы остановиться конкретно на параметрах исполнения государственного бюджета. Доходы государственного бюджета были исполнены на сумму 355 миллиардов рублей. И это значительный объем. Он превысил плановые назначения на 29 миллиардов, а если сравнивать с 2022 годом, то он превысил показатели 2022 года на 32 миллиарда или на 10%. Это очень серьезный результат, тем более если мы вспомним, что 2023 год также проходил в условиях внешнего санкционного давления на нашу экономику. Вы знаете, что наши предприятия действуют в этих условиях, и надо сказать, что налоговые и неналоговые доходы, они составили почти 227 миллиардов, превысив 2022 год почти на 60 миллиардов. Это очень значительная сумма, почти на 40%. Что стало результатом такого серьезного, сильного исполнения государственного бюджета по доходам? Это налог на прибыль, который у нас зачислился в сумме 87 миллиардов, превысив на 30 с лишним миллиардов показатели 2022 года. Это вклад в деятельность нашей, безусловно, алмаздобывающей компании, золотодобывающей компании, которые добыли в прошлом году 50 тонн золота, нефтедобывающих компаний, которые не снижают темпы добычи нефти и реализуют это добыча газа, добыча угля. В прошлом году у нас тоже были рекордные объемы добычи угля. Все это у нас экспортно-ориентированный товар. Направляется на экспорт, и это дает выручку нашим компаниям, которые, конечно, на фоне некоторого ослабления рубля в прошлом году получили достаточно дополнительную выручку. Это позволило наполнить наш государственный бюджет с перевыполнением плана и значительным превышением 2022 года. Собственные налоговые и неналоговые доходы 227 миллиардов составили 65% вообще в целом от общих доходов. Это очень высокий показатель. Ну, а 35% это безвозмездные поступления в наш бюджет. Из федерального бюджета это где-то 122 миллиарда в целом. Из них это дотация на 63 миллиарда и фонд развития территорий, который мы направляли на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Вот налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, ну, надо сказать, и налог на доходы физических лиц, он у нас увеличился по сравнению с 2022 годом на 17%. Это очень серьезно, ввиду того, что по данным Сахастата за январь-октябрь 2023 года номинальная начисленная заработная плата по сравнению с таким же периодом 2022 года у нас увеличилась на 13,4%. И это факт. И, конечно же, это отразилось в увеличении поступления налога на доходы физических лиц. Вот такая вот доходная база, которая, конечно же, позволила нам исполнить все свои наши обязательства. И переходя, расскажите, какие основные параметры расходов бюджета? Да. И, соответственно, при доходах 352 миллиарда, кстати говоря, это мы занимаем первое место среди дальневосточных федеральных округов по объему доходов, собственно, доходов бюджета, мы произвели 355 миллиардов расходов из государственного бюджета. Это также было выше почти на 35 миллиардов, чем в 2022 году. Расходы эти были направлены в основном, конечно же, на социальную сферу. Это мы направили где-то 160 миллиардов, это 45%. А это финансирование здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения. В прошлом году мы индексировали заработную плату не только целевых категорий
по майским указам президента 2012 года, мы также индексировали заработную плату прочих работников бюджетной сферы на 6,3%. И в прошлом году также был индексирован минимальный размер оплаты труда. Он в прошлом году достиг размеров 40 400 рублей, это в зоне, где у нас 1,7 равный коэффициент, а в зоне, там, где у нас равный коэффициент 2, он достиг 45 600 рублей. Ну, забегая вперед, могу сказать, что и в этом году минимальный размер оплаты труда индексируется на 18,5% в соответствии с указом президента Российской Федерации. Это очень серьезный рост минимального размера оплаты труда в этом году. И он составит уже 48 с лишним в первой зоне и 52 тысячи во второй зоне, там, где коэффициент. Это серьезный. На это, конечно, требуется ресурс. И вот в прошлом году при повышении оплаты труда мы направили порядка 6 миллиардов дополнительно на эти цели. Это касается расходов государственного бюджета. Важная составляющая бюджета – это исполнение инвестпрограммы республики. Каково его исполнение сегодня? Да, вот надо отметить, что в 2023 году продолжилось поступательное увеличение объемов инвестиционной программы, и в прошлом году это составило исполнение 64 миллиарда рублей. Это серьезный объем за последние годы, самый большой, я считаю. Из них 21 миллиард это были средства из государственного бюджета, а вот все остальное, почти 43 миллиарда, это средства из федерального бюджета и из Фонда развития территорий. За счет вот этих средств нам было введено 56 социальных объектов, колоссальный объем. Это 13 школ, 6 детских садов, 20 объектов здравоохранения, 3 объекта социального назначения, 8 объектов физической культуры и спорта. А это все объекты, которые, конечно, повышают качество жизни наших граждан в наших улусах, в наших населенных пунктах Республики Саха-Якутия. И всему это способствует собственная налогодоходная база и значительная, серьезная поддержка федерального центра по субсидированию строительства. За счет инвестиционной программы также у нас рекордное количество в прошлом году было введено жилья на 704 квадратных метра. Это также за счет средств Фонда развития территорий, которые поддерживают нашу программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Вы упомянули работу с федеральным центром. Вот расскажите немного подробнее, как все-таки выстроена работа с федеральными органами власти. Да, это очень важный аспект. Я уже говорил о том, что поступление субсидий на финансирование строительства объектов, на ремонт, продолжающийся капитальный ремонт наших школ и так далее. Это, конечно же, результат деятельности нашего руководства во главе с Александром Сергеевичем Николаевым, со всеми органами федеральных органов власти. Наши министерства, которые подают заявки, защищают их. Кроме того, мы также работаем с Министерством финансов Российской Федерации по повышению уровня дотации на уровне бюджетной обеспеченности. Прошлый год характеризовался переходом так называемый единый налоговый платеж, единый налоговый счет. Очень серьезно изменилась система уплаты налогов. И нам пришлось в прошлом году направлять наши предложения и в адрес Минфина России, и в адрес Федеральной налоговой службы, где наши предложения были услышаны и учтены. И надо сказать, что по итогам оценки в 2023 году мы получили оценку, которую проводит Минфин России ежегодно, исполнение бюджета на надлежащем уровне качества. Это мы входим во вторую группу субъектов Российской Федерации. А что можно сказать о межбюджетных трансфертах? Да, серьезная статья расходов – это поддержка наших муниципальных образований в виде финансовой помощи, предоставление субсидий на исполнение вопросов местного значения и предоставление субвенций на исполнение переданных государственных полномочий. Это составило 117 миллиардов рублей. Из них дотация нашим муниципальным районам составила 31 миллиард. Это на 5 миллиардов или почти на 19% выше показателей 2022 года. Мы тоже здесь усилили поддержку наших муниципальных районов. Вот в этом смысле и надо сказать, что на 7-м Московском финансовом форуме республика была отмечена в качестве победителя в номинации «Высокоэффективное взаимодействие с муниципальными образованиями на территории региона».
нам был вручен Антоном Германовичем такой диплом высокоэффективной работы с муниципальным образованием. Это благодаря ежегодной работе межведомственной рабочей группы, в которой работают представители муниципальных образований. Эта группа достигает численности 85 человек, это из министерств наших, и, конечно, большую часть это из муниципальных образований, где рассматриваются предложения внесения изменений в методику распределения финансовой помощи как район, так и поселениям. Вот эта ежегодная работа и привела к тому, что федеральный центр оценил вот эти действия, взаимодействия с муниципальными образованиями на высоком уровне. И думаю, невозможно не упомянуть такой интересный проект, как инициативное бюджетирование. Вот как сегодня идет развитие механизмов этого проекта? Да. Инициативная программа поддержки местных инициатив, основанная на инициативном бюджетировании, уже прочно вошло в практику нашей республики Саха-Якутия. И, кстати говоря, это на том же Московском финансовом форуме было отмечено. Силуановым Антоном Германовичем были отмечены 3 субъекта Федерации, наиболее активно и успешно внедряющие инициативное бюджетирование. Это Ставропольский край, Пермский край и Республика Саха-Якутия. В связи с этим было вручено благодарственное письмо от имени министра финансов Федерации нашему главе Республики Саха-Якутия Арсению Сергеевичу Николаеву. И в прошлом году жители обсуждали, так же, как и в прошлые годы, порядка 1700 проектов, это первичное обсуждение, затем в котором приняли участие около 520 тысяч жителей нашей республики. Это все фиксируется, отмечается согласно методике рассмотрения проектов. Ну а окончательно уже голосование выбора проектов было направлено 420 проектов на рассмотрение нашей комиссии. И 291 проект из 238 поселений получили поддержку. И мы профинансировали на 805 миллионов вот эти вопросы местного значения для наших граждан. Это один из лучших проектов, которые граждане поддерживают и ждут всегда. И мы продолжим это. Что ж, Валерий Алексеевич, спасибо вам большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.